В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Свыше 270 миллионов рублей выделят на поддержку производителей в Якутии. В Хангаласском Улусе создали оперштаб по продовольственной безопасности. День архивов празднуют сегодня в России. Правительство Российской Федерации разрабатывает различные механизмы противодействия введенным санкциям, чтобы не пострадал внутренний рынок. Одно из направлений – промышленность. Об этом сегодня рассказал на встрече с журналистами министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. По его словам, Дальний Восток на Азиатско-Тихоокеанском регионе будет флагманом по поиску новых контрагентов, по выстраиванию новых логистических цепочек, отношений и новых доверий. Также он отметил, что в Республиканский фонд развития промышленности впервые в истории Якутии направят 273 миллиона рублей, в том числе 173 миллиона рублей из федерального бюджета и 100 миллионов рублей из регионального. Благодаря фонду проекты лесной, ювелирной и легкой промышленности получат займы по ставке 1 и 3% годовых. Решение о создании фонда было принято на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Это еще раз обозначает значимость таких мероприятий для нашей страны, для республики. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев вместе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Мантуровым Денисом Валентиновичем договорились о том, что такой фонд в республике должен быть, что создавать и развивать местное производство необходимо, местное перерабатывающее производство, соответственно. Якутский хлебокомбинат сообщает, что запасы сырья предприятия на изготовление и выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий хватает еще на полгода. По словам руководства предприятия, все документы по поставке сырья были подписаны и отработаны еще в начале этого года. Так что в ближайшее время жители столицы не должны на себе ощутить последствия зарубежных санкций в виде изменения цен на их продукции. Сегодня якутский хлебокомбинат работает в штатном режиме без каких-либо ограничений. Напомним, все сырье ЯХК завозит из соседнего Сибирского федерального округа. Хлебокомбинат сейчас работает в текущем режиме. Мы обычно в это время, как всегда, завозим наше сырье, муку, основное сырье на первое полугодие, чем мы сейчас занимаемся. Контракты мы заключили до всех этих обстоятельств, поэтому мы сейчас везем сырье, можно так сказать, по старым ценам везем. В итоге у нас пока на сегодня цены они не пересматриваются, мы работаем в обычном режиме. В Хангаласском Улусе создан оперативный штаб по мониторингу цен на основные продовольственные товары. В оперштаб входят специалисты Департамента сельского хозяйства, Управления экономического развития, главы наслегов и специалисты тарифного агентства. На сегодняшний день цены на товары контролируются данным оперштабом. В Улусе оптовых баз и складов нет. Завозом товаров и продовольствия занимаются предприниматели. Ажиотажа в магазинах не наблюдается, однако опасения вызывают отдаленные наслега со сложной логистикой доставки. На особом контроле держим южные наслега, так как у нас все-таки близится распутица. К распутице наши предприниматели готовы. Хочу отметить, что у нас таких оптовых баз нету. Обеспечением продовольственных товаров занимаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Они у нас закупаются в основном в городе Якутске. Пока товары в наличии есть, закуп проводится еженедельно. Абыйский район обеспечен необходимым запасом продуктов до следующей навигации. Об этом сообщил глава муниципального образования Станислав Цухцинский. Он также отметил, что логистический центр ведет работу согласно графику. Все заявки отрабатываются в полном объеме. Помимо этого ведется работа по мониторингу цен на продовольствие. В ежедневном режиме проводится мониторинг наличия не только запасов, но и цен на товары первой необходимости. Но я хочу сказать, что по логистическому центру на сегодняшний день те плановые объемы завоза, которые запланированы, они все выполняются. Мы сейчас в марте месяце еще дополнительно должны получить порядка 30-50 тонн дополнительно продуктов.
Командно-штабные учения по безопасному пропуску паводковых вод и противодействию лесным пожарам прошли в Амге. Участники совещания утвердили порядок и состав сил и средств патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в муниципальном образовании. Также в этот день провели учения по водным заданиям ЧС. Провели осмотр сил и средств реагирования и патрулирования пунктов временного размещения. В этом году, согласно решению КЧС и АПБ Республики Саха-Якутия, проводится практически во всех муниципальных районах учения такие по безопасному пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду. Соответственно, нами были заранее подготовлены документы, организационные указания были направлены в районы и, соответственно, графика, которую утвердила решением КЧС номер 16, пройдут во всех районах, в том числе в Амгинском районе. Перейдем к эпидобстановке. На территории республики 420 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске 89 заболевших, в Мирнинском районе 53, в Мегино-Кангаласском 42, в Вилюйском 40. Еще в 30 районах республики от 1 до 39 инфицированных. 3 апреля состоятся выборы главы города Алекминска. Желающие участвовать в выборах могли представить документы и выдвинуть свою кандидатуру до 6 марта. 7 человек изъявили желание побороться за должность главы муниципального образования. По итогам проверки поданных документов и всех необходимых процедур по соблюдению законодательства на старт предвыборной гонки выходят 2 кандидата. Иван Несмелов выдвинут местным отделением политической партии «Единая Россия» и Сергей Щебляков, самовыдвиженец. На 3 апреля 2022 года назначены досрочные выборы главы муниципального образования города Алекминска. До 6 марта было выдвижение кандидатов. Было подано 7 заявлений, 5 самовыдвиженцев и 2 от политических партий. На сегодняшний день, после регистрации и отказов в регистрации, осталось 2 кандидата. Это Несмелов Иван Александрович, выдвинут Алекминским местным отделением политической партии «Единая Россия», и Щебляков Сергей Евгеньевич, самовыдвиженец. В Якутии перевозка грузов по железной дороге проходит в штатном режиме. Для своевременного завоза продовольствия и социально значимых товаров с учетом сроков закрытия ледовых переправ правительством Якутии проводится работа о приоритетной отправке продовольственных товаров первой необходимости. За 2 месяца этого года перевезено почти 1,5 миллиона тонн грузов. Основную долю в структуре перевозок грузов занимает уголь, объем которого составил 540 тысяч тонн. Перевозки нефтепродуктов выросли на 38%, достигнув отметки 78 тысяч тонн. Также рост отмечается по перевозкам прочих и продовольственных грузов. Всего через станцию Нижний Бестях перевезено 220 тысяч тонн грузов. Кроме того, ЖДЯ обеспечивает перевозку пассажиров по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири в зоне Транссибирской магистрали. Трехмесячник объявлен в Верхневилюйском районе. Работы по очистке снега с крыш пройдут во всех наслегах и организациях. Также посредством договора администрация села выполняет заказы на очистку снега и на предприятиях детских учреждений. Все работы планируется закончить в течение 2-3 недель в зависимости от погоды. В общей сложности работают уже 10 работников, в том числе техника, 3 КАМАЗа, 1 погрузчик. Работы будут вестись на пунктах администрации и в скверах и площадях Верхневильского наследия. Межведомственная республиканская конкурсная комиссия проекта «Родные города и села» рассмотрела заявки от муниципальных образований на участие в программе поддержки местных инициатив в 2022 году. Всего было подано 459 заявок от 367 муниципальных образований. Прошли отбор 332 общественно значимых проекта. В число победителей вошли 9 заявок поселения Абыйского Улуса и 5 заявок поселка Белая гора. На программу выделено 500 миллионов рублей. По условиям программы завершить реализацию выбранных проектов муниципальные образования должны в течение года.
В Якутии впервые цифруют рукописи 5 известных аланхо. Тексты, записанные в 40-х годах прошлого века с уст известных аланхасутов Иннокентия Теплоухова, Тимофеева, Алексея Гапова и Акима Избекова, цифруют и опубликуют на сайте Национального архива Якутии в этом году. Напомним, что главой Якутии Асеном Николаевым поставлена задача по цифровке первоисточников художественных произведений и произведений устного народного творчества для сохранения и передачи потомкам. В год культурного наследия народов России на сайте архива, кроме 5 оцифрованных аланхо, планируется разместить аланхо Платона Аюнского, Туяра Макуо, чтобы все желающие могли ознакомиться с ними. Сегодня в России отмечается День архивов. Традиционно в Аймяконском районном архиве проводится День открытых дверей. Подробности в сюжете наших коллег. Сегодня ученики 6 класса Уснерской гимназии с интересом слушают о истории района, предприятиях, ранее здесь работавших. У ребят много вопросов. На некоторые они получают ответ. Я много знаю, что архив – это где документы, там секретные документы есть, но я не думала, что будут документы там про школы и зарплаты. У меня бабушка здесь жила и дедушка, и я решила, может, здесь они есть. Мы сейчас ищем зарплату, мне просто интересно, вот. И я хочу сказать родителям, что я нашла здесь свою бабушку и дедушку. Некоторые ребята даже не знали, что в местном архиве можно пользоваться имеющимися документами при написании школьных заданий. Мне здесь очень понравилось то, что какие здесь люди, какие здесь документы хранятся. Очень интересно узнать прошлое людей, какие оценки в школе были у ребят и многое другое. Я даже не знал, что он здесь находится, теперь узнал о таком замечательном месте. И сюда можно будет приходить и смотреть, какие сведения тебе нужны. Дети разные, это естественно, это нормально, что дети разные. У кого-то просто привели, у кого-то был интерес, а у кто-то был действительно поражен, и интерес был настолько сильный, что дети ушли под большим впечатлением. Коллектив архива очень дружный, работоспособный и заинтересованный, активно сотрудничает со СМИ и откликается на все события поселка и района. Значимые события все проходят через архив. В любом случае, и вся документация деловая тоже. Наш архив – это, как говорится, наша кладовая. И вишенкой на торте сегодняшнего дня стало вручение Галине Махмеджановне Федоренко заслуженной правительственной награды. Мы от души порадовались. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. К этому часу у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.